В эфире «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В Якутии за первые 6 месяцев 2024 года зарегистрировано 340 дорожно-транспортных происшествий. В автомобильных авариях погиб 41 человек, еще 447 получили травмы. Какова обстановка в городе Якутске? Гостья студии Владилена Хлопкова, старший инспектор группы пропаганды отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД Якутска, капитан полиции. Владилена, здравствуйте. Здравствуйте. Вот какова статистика по ДТП в городе Якутске? Увеличилось или снизилось количество таких происшествий? Так, получается, с начала года полностью количество 1687. В прошлом году было 2185, то есть у нас в этом году снижение на 22,8%. Что уже радует, да? Плюс к этому в них с ранеными в этом году 251, в прошлом году было 253, но хоть и маленько, но у нас все равно есть снижение на 0,8%. Так, с детьми, вот с детьми у нас идет рост. 49 в этом году, в прошлом году было 45, то есть рост на 8,9%. И у нас, к сожалению, один ребенок погиб на месте происшествия, это уже 100% рост у нас получается. По раненым детям в этом году 52, в прошлом году было 48, опять-таки идет рост. Вот такая вот статистика на сегодняшний день. Ну вот на каких дорогах, да, происходит большее количество аварий, вот, и с чем это связано? Ага, так, у нас, получается, есть в статистике пунктик концентрация мест дорожно-транспортных происшествий. На сегодня это Михаила Николаева и Уткина, то есть перекресток. Плюс к этому Петровского и Тургенева, Пояркова, Петра Алексеева и Ачченко и Крыжановского. Ну, это, наверное, то, что там интенсивности больше. Ага. Плюс к этому по Михаилу Николаева там еще и большие грузы иногда бывает ездят, да? Вот, ну, вот такие вот улицы на сегодняшний день считаются концентрацией ДТП. Ну вот какие правила дорожного движения чаще всего нарушают водители у нас? Скорость и в летнее время дистанция. Потому что в летнее время все-таки увеличивается количество автомашин. Да? У нас, получается, за зиму очень многие, опять-таки, обучаются, сдают на водительские права и выезжают. С каждым годом все увеличивается и увеличивается количество машин. И, ну, скорость и дистанция. Если по этому вопросу на ответ, то скорость и дистанция. Ну, плюс зимой многие люди, да, перестают водить автомобили, замораживают свои машины, может быть, забывают какие-то правила движения или, может быть, скучают по скорости, да, ну, возвращаются за руль. зимой у Весной нас уже. весна, зима, осень, там у нас преобладает наезд на пешеходов именно на пешеходных переходах. Опять-таки скорость, то есть скорость, оно постоянно. Вот нарушение скоростного режима, оно у нас постоянно. Почему-то водители у нас не учитывают, что нужно его соблюдать, что именно из-за несоблюдения скоростного режима у нас вот могут произойти дорожно-транспортные происшествия, иногда и с трагическим концом. Вот с какой частотой, да, патрулируют дороги сотрудники ГИБДД? Ну, 24/7. То есть у нас нету такого понятия. Вот, у всех сегодня, например, со скольки-то до скольки-то у нас никто не выезжает, у нас такого нету. То есть патрулируют постоянно, на постоянной основе 24/7. То есть одна смена выезжает, другая заканчивает, и вот так вот идет. То есть смены практически не прекращаются? Нет, не то, что практически, но вообще никогда не прекращается. Да? И по всей республике. Это не только по городу Якутск, это по всей республике. А у нас сотрудники ГИБДД стоят на каких-то стандартных местах или они постоянно перемещаются в течение рабочего и своей смены? Ну, ранее у нас, вот, сами, наверное, помните, были посты. Посты ГИБДД, сейчас таковых нету, поэтому по всему городу, да и по всей республике. Потому что ранее республиканские вот выездные были отдельно, городская госавтоинспекция была отдельно, батальон, да, сейчас мы все вместе. Поэтому сколько-то инспекторов выезжают на командировочные, сколько-то остаются здесь. Ну, вот так и работаем.
Мгм. Ну, какова ситуация с детьми, да, на дорогах Якутии? Нередко в авариях страдают дети. Вы уже назвали статистику, Да, да, по статистику. происшествиям с детьми. Вот давайте ее еще раз обговорим. Ну и, в принципе, обсудим, почему происходит Давайте. происшествие. Так, ну, с детьми у нас, вот и, как я сказала, идет рост. Я вам озвучила статистику именно только включая 15-летних, а у нас есть именно в группе пропаганды, где вот я работаю, да, мы именно работаем с детьми. То есть это школа, это детский садик, это родительские собрания и тому подобное, да. У нас есть своя статистика, включая вот 17-летних. Там совсем другая цифра. Там вот с начала года у нас более 80 детей, участников дорожно-транспортных происшествий. И там 72, что ли, сейчас я вспомню, да, получили травмы. И травмы очень серьезные. То есть это компрессионные переломы позвоночников, да, это переломы костей головы. Да. В одном случае даже 2 перелома у ребенка сейчас до сих пор находится в больнице. Ага. Очень удивляет то, что вот родители, ну, хочется иногда сказать, где же вы, родители, да, именно в летнее время, потому что у нас в последнее время вот очень много самокатов, электросамокатов появилось. И давайте коснемся этой темы, это сейчас очень актуальная тема, да. И по этим электросамокатам есть конкретный пункт правил. То есть они с прошлого года считаются транспортным средством, конкретным транспортным средством. И у этих электросамокатов, да и не только у электросамокатов, у средств индивидуальной мобильности, куда входит и электросамокат, да, есть свой пункт правил. Ага. И когда вот появились вот эти вот электросамокаты, кикшеринговая компания привезла их к нам, да, все поголовно начали на них кататься. То есть, если бы даже вот люди к нему вот подходили как к средству передвижения от пункта А до пункта Б, да, это было бы еще понятно. Нет, у нас специально катается, то есть наши восприняли это как игрушку, скажем так, да. После 6, после 7 в ночное время очень много молодежи, в том числе детей, катаются на этих электросамокатах. Удивляет и то, что родители с детьми катаются по двое. Это конкретное нарушение правил дорожного движения. Кстати, у кикшеринговой компании по своему распоряжению есть свои штрафные санкции. То есть покатались вдвоем, да, встали на этот электросамокат вдвоем, втроем, у них там 5000. Дали ребенку электросамокат, родитель дал, разрешил через свой аккаунт, штраф 10 тысяч. И это конкретно сразу снимается с карточки. Вот. И родители, ну, по аккаунту, который вот взял, да, в аренду. У нас 2 случая, когда вот родители, в одном случае мама, в другом папа катались вместе с детьми, попали под колеса автомашин, и тот ребенок, и этот ребенок получили компрессионный перелом позвоночника. А это такая травма, которая остается Тяжелая всю травма, жизнь, да, конечно. тяжелая травма. Потом вот ребенок с переломом костей головы, да, получается, он в вечернее время тоже вышел, пошел в магазин, увидел вот эти электросамокаты, встал, ну он же маленький, ему всего там 12 лет, значит, через кого-то он снял, арендовал это через кого-то, да, и проехал на красный сигнал светофора. В результате сейчас находится в больнице. Очень долгое время находился в тяжелом состоянии. То есть это все ответственность родителей. У нас сейчас вот через месяц начнется учебный процесс, начнется. Ага. А в сентябре месяце эти электросамокаты все равно будут, они будут использоваться. Поэтому еще раз вот хотелось бы, пользуясь случаем, обратиться к взрослым, да, кто вот разрешает, к родителям, чтобы не давали детям кататься на электросамокатах. Потому что это прежде всего транспорт. Транспорт – это скорость, скорость – это уже опасность. А вообще у нас дорожные полицейские как-то отслеживают движение самокатчиков? Могут ли остановить? И Да. вообще какие Обязательно. санкции, как говорят, как Вот. говорится, да, здесь у нас Обяз- присутствуют ли самокатчики? Да, обязательно все это делается, и это делается тоже на регулярной основе, то есть ежедневно. Мы вчера, вот группа пропаганды, сами тоже выезжали на рейдовое мероприятие именно по парковке и по этим средствам индивидуальной мобильности. Да? И за 2 часа привлекли 5
электросамокатчиков, которые вот катались, не соблюдая правила дорожного движения. То есть это проводится на постоянной основе. Плюс к этому выезжаем. Ну, рейдовые мероприятия, вот это значит, мы стоим возле пешеходных переходов, разговариваем с людьми, останавливаем, доводим, доносим. И плюс к этому у нас еженедельно еще проводится на Комсомольской площади школа вождения. Ага. Это вот именно совместно с этой скейшеринговой компанией проводим, да, и приглашаем людей, и также опять-таки все объясняем. И то, что есть пункт правил, и то, что это транспортное средство, и то, что это скорость и тому подобное. И, кстати, когда вот в первый день начали проводить, пришло такое энное количество людей в возрасте. Ага. Пришли. И когда мы начали им объяснять, все это рассказывать, да, приводить примеры по ДТП, ну, половина отсеялась. Ага, половина отсеялась, и они прямо сказали, что лучше мы походим пешком. А половина осталась. Осталась, и вот с ними мы-то и работали. Ну а что у нас с такой, можно сказать, распространенной проблемой с водителями в состоянии опьянения за рулем? Много ли таких водителей, много ли таких происшествий зарегистрировано, вообще задержано водителей в состоянии опьянения? Но по статистике у нас с начала года 16 ДТП, где водители были в состоянии алкогольного опьянения, да, в прошлом году 21 было, то есть опять-таки идем на снижение, 23,8% снижения. Травмы получили в прошлом году 23, в прошлом году 30, в этом году 23, то есть опять-таки идет снижение. Но есть таковые, есть. К сожалению, это вот с пятницы по воскресенье. Люди в состоянии алкогольного опьянения, многие садятся за руль. Есть повторные. Опять-таки, пользуясь случаем, доведу, что повторность – это уже уголовная ответственность. 264 прим. 1. Ну, люди, бывает так, что они не только один раз повторно сели, да, они бывают и 3, и 4 раза. Ну, это, конечно, не есть хорошо. Тем более вот любое вот правонарушение, будь оно административное, да, уголовное тем более, оно в базе данных хранится 70 лет. То есть человека может и не быть, а в базе данных информация есть. Информация хранится. Да, хранится. И оно потом может помешать детям, внукам, да, при поступлении на учебу, на работу и тому подобное. То есть прежде чем что-то сделать плохое, да, нарушать закон, надо прежде всего задуматься. Нарушая правила дорожного движения, все равно люди нарушают закон, потому что это закон дороги. Это закон дороги, который написан человеческой кровью. Я каждый раз про это напоминаю всем, каждый раз говорю про это, потому что каждый пунктик дорожных правил написан чьей-то кровью. И об этом не стоит забывать, и не нужно пополнять эту статистику. Вот на этой мысли предлагаю закончить наш разговор. Наше время подошло к концу. Лена, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем дальнейшей успешной работы. Спасибо. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.